Шокирующие откровения Лукашенко. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, как Лукашенко рассказал таджикскому дипломату, кто виноват в создавшейся ситуации в Афганистане. Подписывайтесь на наше обновление, чтобы всегда оставаться в курсе событий. Президент Беларуси Александр Лукашенко 30 августа встретился с чрезвычайным и полномочным послом Таджикистана в Минске Махмад-Шарифом Хагдодом. Во время встречи Лукашенко поделился подробностями своих утренних разговоров с зарубежными лидерами по тематике Афганистана. Только что разговаривал с вашим президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. Полчаса он, как ближайший друг, рассказывал о ситуации, которая складывается в Афганистане. Кстати, очень много новой информации, которая в СМИ не слышна и не видна. Очень серьезная и напряженная ситуация. Я ему очень благодарен за то, что он откровенно мне рассказал все, что там происходит, и насколько важно нам сегодня работать с Таджикистаном и другими республиками, сказал Александр Лукашенко. Он отметил, что у Таджикистана большая протяженность границы с Афганистаном. Границу надо укреплять, граница сложная. Она и в советские времена была сложная, сейчас тем более, подчеркнул белорусский лидер. Александр Лукашенко констатировал, что все это легло на плечи таджикского народа и Таджикистана. Понятно, что людей защитить границу у вас достаточно. Нужны современные средства и вооружение, сказал он. Во время телефонных разговоров, в том числе с Эмомали Рахмоном, обсуждалась выработка общей позиции, согласование позиций по Афганистану по линии ОДКБ ШОС. Все это мы положили на плечи Эмомали Шариповича во время встречи в Душанбе в середине сентября, отметил глава белорусского государства. Обращаясь к послу, Александр Лукашенко подчеркнул, что встреча с ним важна в преддверии визита в Таджикистан. Как вы относитесь к такой оценке Лукашенко по поводу Афганистана? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. Все-таки вы, таджикская сторона, обладаете больше информацией, нежели все остальные республики и даже государства в мире. Я абсолютно убежден, даже вы обладаете больше информацией, чем США, которые непосредственно там работают, подчеркнул белорусский лидер. Глава государства при этом заметил, что президент Таджикистана, можно сказать, десятилетиями предупреждал о чрезвычайно опасном развитии ситуации в Афганистане. Мы так это все слушали, понимали и как рядовое событие, наверное, воспринимали, и насколько он оказался прав. Поэтому и с Владимиром Владимировичем Путиным мы сегодня общались. Я хочу еще поговорить с Мирзиёевым о ситуации в том регионе, чтобы иметь четкую картину перед заседанием ОДКБ. И все согласились с моим предложением провести консультации по линии ОДКБ ШОС. Все будет в Душанбе, руководители будут там на месте. И нам важно было бы посмотреть, а какую позицию займет ШОС, сказал Александр Лукашенко. Президент отметил важность выработки общей консолидированной позиции в отношении ситуации в Афганистане. Если позиция ШОС и ОДКБ будет консолидирована, то мы с этой ситуацией справимся и поможем и афганскому народу преодолеть все эти сложности и трудности. Но если на афганской скрипке каждый будет играть по-своему, быть беде. Надо отбросить всякие формальности и к саммиту в Душанбе, к чему нас призывает Эмомали Шарипович, подготовить эту общую позицию. Пока она выражается, давайте будем искренне. Давайте посмотрим, что будет дальше, а потом будем ситуативно на это реагировать. Это неправильно. Это непростой район, и дело не только в Афганистане. Непростая ситуация в соседних государствах, на Ближнем Востоке, радикализм весь этот, который, к сожалению, имеет сегодня и объективные основы и причины, сказал белорусский лидер. Ведущие западные государства туда влезли, создали еще худшую ситуацию, нежели она там была, и, естественно, продлили еще больше радикализм. Кто в этом виноват? Вот они и виноваты. Отчасти, может быть, и мы, потому что мы так сидели и думали, нас это не коснется. А нет, все коснется, добавил Александр Лукашенко. Он попросил дипломатов высказать свои оценки ситуации в Центральноазиатском регионе. «Может быть, вы меня сориентируете в чем-то?» – отметил президент. В свою очередь Махмад-Шариф Хагдод подчеркнул, что в Таджикистане, где в середине сентября пройдут саммиты ОДКБ и ШОС, все рады президенту Беларуси. На предстоящих международных форумах будут обсуждаться вопросы, которые волнуют все мировое сообщество и прежде всего ситуацию в Афганистане. Благодарен за ваше внимание к этой проблематике. Знаю, что много вы погружаетесь в вопросы безопасности не только в пространстве СНГ, но и во всем мире. Есть ваш личный взгляд на эти проблемы, сказал дипломат. Надо выработать эту общую позицию и не заниматься заклинаниями и призывами, ибо опоздаем и будем реагировать
и будет поздно. Как вы относитесь к такой ситуации? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи.